Традиционный международный турнир по вольной борьбе в Тбилиси не обманул ожиданий любителей спорта. На его коврах элита борцовского мира. На ковер вызываются борцы наилегчайшего веса. Зиран Карамат, Иран, Роман Дмитриев, Советский Союз. Зиран Карамат не опасен. На ковре все разыгрывается, как в хорошо отрепетированном спектакле. Но впереди еще две схватки. И третья в железных тисках Ибрагима Джавади. Вот он, главный соперник Дмитриева. 2 года в центре внимания болельщиков. Дуэль борца из Якутии с чемпионом мира из Ирана. Две их последние схватки принесли победу иранцу. Первый шаг к финалу сделан. Моя Якутия. Полюс холода. Минус 60 для нас вещь обычная. Чурапча. Здесь мы все начинали. Наш тренер Дмитрий Петрович Коркин. Как и этим мальчишкам, он казался нам добрым волшебником. Это запомнится на всю жизнь. Первые шаги на ковер. Первый противник. Первая схватка. Сколько их впереди. Роман Дмитриев. Мастер спорта, 21 год. В 69-м завоевал почетные титулы чемпиона Советского Союза и Европы. В том же году на первенстве мира в Мар-дель-Плата, Аргентина, занял 2-е место, уступив только Джавади. Да, путь к финалу нелегок. Лестница ведет вниз. Нам чудилось, стоит спуститься по ее ступенькам, и перенесешься в необыкновенный, удивительный мир. Мы верили, побывав здесь, наверх поднимемся такими же сильными и бесстрашными, как богатыри из древних якутских преданий Олонхо.
Здесь крепли мускулы, здесь закалялся характер. А каков он у чурапчан? Судите сами. Эти снаряды придуманы нами. Этот зал нашими руками построен. Пока что международный турнир в Тбилиси для якутского борца Романа Дмитриева, как говорится, мягко стелит ковры. 3 встречи, 3 победы. В прошлом году вот так же прижали к стенке другого чурапчанина, Николая Захарова. Это его класс. Николай погиб. Он был победителем турнира «Олимпийские надежды». Теперь за его партой младший брат. Когда журналисты просят Дмитрия Петровича рассказать о своих лучших учениках, он называет мастера спорта Максима Сибирякова, в прошлом охотника, потом учителя, ныне председателя колхоза. Он вспоминает мастера спорта международного класса Алексея Ермолаева, педагога, Федора Винокурова, механизатора. Вот такой он у нас, Дмитрий Петрович. Его принцип – прежде всего воспитать человека, а уж потом спортсмена. Письма, письма со всех концов страны. Это уже признание. Поздравляем с званием заслуженного учителя, заслуженного тренера, орденом «Знак почета». Нелегок был путь выпускника Ленинградского педагогического института Дмитрия Петровича Коркина. 7 лет, 3 раза в неделю отмерял он 12 километров из Ажулуна в Чурапчу, чтобы обучать ребят вольной борьбе. А к утру спешил из Чурапчи в Ужулун преподавать якутским школьникам русский язык. Так проложил Дмитрий Петрович свою тропу. И вывела эта тропа многих чурапчинских ребят на широкую дорогу в большой спорт. Первая золотая медаль чемпиона мира среди юношей. Будут еще медали у нас в Чурапче. В центре внимания фаворит соревнований Ибрагим Джавади. Коварный противник, и хитроумные захваты. Чемпион мира легко, с необыкновенным изяществом и артистизмом прокладывает путь к финалу. В чем же секрет атлета из Ирана? Есть же, наконец, и у него ахиллесова пята. Каким ключом разомкнуть его железные тиски? Вот они. Еще ни одному борцу не удалось уйти от мертвой хватки иранца. Завтра день отдыха.
А память снова возвращает меня в Аргентину. Да, тогда я остался вторым. Что ждет сегодня? За несколько минут до финальной встречи Дмитриева с Джавади мы взяли интервью. Главный судья. Ковер покажет. Тренер из Монголии. Мы надеемся, что Дмитриев победит. Иранский тренер. Джавади победил на первенстве мира, победит и здесь. Итак, сошлись. Джавади пытается применить свои знаменитые тиски, как бы не так. Si formai საქართველოს ჩემპიონი სპორტის ოსტატის ხოსო გოგნაძე, ლურჯმაისტერში Внимание, контрприем Дмитриева. Очко. ირანის ჩემპიონი დავუდ აიუბი. Как? Нет очка. Джавади затевает спор. Иранский тренер апеллирует к судьям. Что же покажет видеозапись? Да, очко засчитано.
преимущество Дмитриева становится явным. Джавади хитрит, ему ничего не остается, как выбрасывать себя за ковер. Вот он, долгожданный якутский сюрприз. Победа! И снова будни, и снова тренировки. Здесь, в зале сборной Союза, и там, в далекой Якутии, в Чурапче. Так каждый день, во имя будущих побед на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Они упрямые, эти парни из Чурапчи.